Бәріне сәлем, меня зовут Яра, и я носитель казахского языка, а также я студент третьего курса филологического факультета МГУ. В этом видео я собрала для вас список из тех выражений, которые не стоит переводить с казахского на русский дословно. То есть эти выражения имеют свой уникальный смысл, уникальное значение, которое не передается дословным переводом. Я собрала список из 5 выражений, но если вам понравится этот формат, понравится именно видео вот с недословным переводом, я сниму видео уже со списком чуть побольше. Поэтому, если вам зашел этот формат, зашла такая тема, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А мы давайте начнем. Первое выражение – это «жүрек жұтқан». Жүрек – это сердце, жұту – это глотать. Я даю вам 5 секунд, чтобы подумать о переводе. Время вышло. Жүрек жұтқан, если вы перевели как проглотившее сердце, то вы абсолютно неправы, потому что жүрек жұтқан переводится как очень смелый человек. Давайте приведем пример в контексте. Бастыққа өз ойын айта алатын бізде бір жүрек жұтқан адам бар. То есть у нас есть один смелый человек, очень смелый человек, который может делиться своим мнением со своим боссом, со своим начальником. Далее, тас жүрек. Давайте 5 секунд, чтобы вы смогли перевести. Итак, тас жүрек – это не каменное сердце. Тас жүрек – это бессердечный, жестокий человек. Например, менің досым балаларды және жануарларды жек көреді. Ол тас жүрек адам. Мой друг ненавидит детей и животных, поэтому он бессердечный человек, то есть тас жүрек адам. Далее, қой аузынан шөп алмайтын. Так говорят о крайне миролюбивом, безобидном человеке. Например, мен қой аузынан шөп алмайтын адаммын. Я такой, знаете, неконфликтный человек. Это правда. Я не конфликтный человек, поэтому я стараюсь не отвечать на хейт, который мне постоянно пишут в комментариях, а просто қой аузынан шөп алмайтын адаммын. Я вообще неконфликтный, безобидный, миролюбивый человек. Вот. Дальше. Тастай қараңғы. Тастай қараңғы. Темно, как камень? Нет, это вообще неверный перевод. Тастай қараңғы – это непроглядная тьма. То есть, когда очень темно, вы можете сказать тастай қараңғы. Түнгі 12-де тастай қараңғы болады. В 12 ночи очень темно. Следующая и последняя фраза на сегодня – это тасы өрге домалау. Тасы өрге домалау – это делать успехи. Давайте приведем такой пример. Соңғы кезде Серіктің тасы өрге домалап жүр, математика пәнінен 5 алды. То есть в последнее время Серік делает успехи, он получил 5 по математике. Достар, на этом все. Это был список из 5 выражений, которые не стоит переводить дословно с казахского на русский. Да, возможно, у этих выражений раньше было какое-то прямое значение, но, к сожалению, эти значения сейчас не имеют места быть, так как язык, так же, как и люди, эволюционируется. И то, что было актуально в 15 веке, очень даже логично, что не будет актуальным в 21 веке. Это абсолютно нормально, это абсолютно естественно. Вот, запоминаем эти 5 выражений и активно используем в речи. Если было полезно, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. И у меня вот такая небольшая просьба, если вы смотрите это видео без подписки, пожалуйста, подпишитесь на меня. Мне осталось совсем немного до 10 тысяч подписчиков. Я очень хочу набрать 10 тысяч подписчиков и каждый раз снимаю такие вот видео. И чем больше подписчиков у меня набираются, тем больше мотивации снимать для вас такие познавательные видео. На этом все. Сау болыңыздар.